Раннее утро. Сегодня у нас Ильин день, 1 августа. Выкопаем картошку. Попробуем первую картошку. Как картошка у нас выросла. Мы в этом году посадили поздно. Где-то в числах 8-9 июня. Вот. И надо посмотреть, как картошка у нас растет. Вчера был очень сильный дождь, можно сказать, ливень. Такой сильный ливень. Вся земля вон сырая. Это тоже хорошо. А то поморосит и все. И земля все время сухая. Ну, таких сильных дождей пока еще не было, вот как вчера. Сейчас вот попробуем, посмотрим, какая у нас картошка. С какой стороны и выкопать. Попробуем здесь, с этой стороны. Ок, комары уже кусаются. Так, попробуем с этой стороны. Ну вот, поближе покажу. Картошка еще вон какая мелкая. Один вот покрупнее. Но картошка еще расти. Целый месяц еще впереди. Вот, вон какая еще мелкая. За месяц еще вырастет, конечно. Сегодня нашему внуку годик исполнилось. Вот. Так что поздравляю своего внука с днем рождения. Желаю ему крепкого здоровья, главное. Расти большим, здоровым мальчиком. Крепким, таким крепким, здоровеньким мальчиком. Слушаться маму и папу. Вот. Ждем гости. Вот должны приехать в августе, вот. Так что давно уже не виделись и очень соскучились. Очень долго дождей у нас не было. Вот. И пока еще не выросла. Если потом дожди будут, то картошка, конечно, будет расти. Ну вот. Вон такая средненькая картошка. Мелкие тоже есть, конечно. Но такая средненькая. Семенная картошка еще. Кошка с мышкой играется.
Прям в ногу зацепилась мышка. Ой, малыш. Я зайду. Ты играйся дальше, малышка. Мне нужно картошку еще поставить вариться. Ну, поздороваюсь, друзья, и я с вами. Уже дома Маша картошку так скребает немножко ножиком. Ну, мне тоже очень хочется посмотреть эту картошку поближе. Ну, как бы, я не знаю, ты, Маша, выбирала или нет, но я доволен. Картошка еще цветет, а смотрите, довольно-таки крупные размеры, смотрите. О. Попадаются? А ты только чисто этот сорт идеал не выкопала, да? Нет. Это сорт Ушкиловский такой. Идеал не выкопали. Но картошка нормальная так-то. Ей расти еще больше месяца. 1,5 месяца, считай, и еще расти, да ведь? Ну, до 10-го, если, конечно. Да? Больше месяца расти, и картошка прекрасно вырастет. Она и так уже не маленькая. Но мы по традиции, Маша, может, сказала уже, по традиции 2 августа пробуем первый урожай. Цветет там картошка, не цветет. Все равно пробуем. Ничего не кладем в эту картошку. Картошку варим, солим, варим и уже при подаче посыпаем укропом и заливаем таким растопленным сливочным маслом. Вот самая вкусная молодая картошка. Ни на что это не променяем. О, смотрите, там оладушки у нас остались. Вчера пекли. Ну, насчет урожая, как уже сказал, я очень даже доволен. Вот этой кастрюлей угостимся сегодня. Потом на недельки-2 точно не будем пробовать, потому что надо расти картошка еще. А потом уже будем кушать и, как говорится, и в числах 10 сентября надо, наверное, будет убрать уже, начинать уборку. Ну все, ждем, пока закипит. Ну а Маша уже потом закипит, да позавтракать я не даже успеет. Не знаю, может успею, может и нет тоже. Маше надо на работу, но надеюсь, что успеет по-быстрому хотя бы, да? Пару картошечек в рот закинул и пошла. Как вы заметили, друзья, ручки-то поменялись. Ручки уже у Катюши. Маша все-таки не успела позавтракать горячей картошкой. Быстренько кашки покушала и надо, ну не успела картошка свариться, надо уже время на работу. Режем, то есть укроп, картошка уже все приготовилась. Ну, конечно же, мама придет на обед, она покушает молодую картошку. Все очень просто, друзья. О, пар идет картошки. Смотрите, какая она горячая. Горячая картошечка. Просто перекладываем наши такие замечательную картошку. Сейчас это все польем маслицем, конечно, со сливочным уже растопленным, чтобы не надо там мешать лишь немножко. Ну, хватит. Вот. И, как говорится, красоту наводим укропом. Ну и вкус. Молодая картошка никогда не будет против свадьбы с укропом, как говорится. Вот. Укропчик, зелень и все такое. Ну вот такой завтрак, друзья, у нас. Деревенский завтрак. Это у нас черника с молоком. Это у нас молодая картошечка. Это картофельные шанги, деревенский хлебушек, чай,
Видите, чай. Чай не черный, а со смородиновых листьев. С нашего участка же тоже листья завариваем, и вот такой чай получается, очень ароматный. Ну и конфеты, там, прянички, они магазинские. Вот так. Все, приступаем к завтраку. Пробуем, друзья, картошечку. Первый урожай, как говорится, молодая картошка 2024 на Ильин день. Вкусно. Очень вкусно. Прям вот ам и все. Маше там много еще осталось. Мама Катерина отнесла, бабушка то есть. И там покутаем. Очень вкусная картошка. Прям улет. Вот это да. Как же надоела эта старая картошка уже с прошлого года. Как говорится, она еще и крепкенькая такая, и беленькая, и крепкенькая. Но со вкусом молодой картошки не сравнить. Ну что, вот эту часть мы закончили. Показали вам, каждый год мы показываем на Ильин день, какая у нас картошка. Этой картошке сразу скажу, друзья, не пишите, пожалуйста, в комментариях, что-то картошка мелковата или еще что-то там не уродилась. Многие пишут на старых видео. Это всего лишь проба, пробник, так сказать. Картошки расти, как уже говорил, больше месяца еще. Она вырастет, она будет очень крупная в этом году. И нормальная будет картошка. Нормальный урожай будет картошки. Вот так. Сейчас буду я... Катерина присоединиться, она сейчас камеру держит просто за место оператора. Маша, к сожалению, успела уйти на работу. Будем кушать, завтракать чернику с молоком, картошку молодую, шарингами, чай пить, смородиновый чай. И хотим еще съездить с Катериной сегодня до речки. Не знаю, как удастся, правда, или нет, потому что тучи, вчера целый день ливень шел. И сегодня опять тучи и тучи. Не знаю, как получится, но в планах есть сегодня. Вот. Сегодня Ильин день. Ну, и это видео выйдет чуть-чуть попозже, друзья, в связи с тем, что очень долго надо грузить на YouTube видео. И хоть и с прошлым, уже с прошедшим, но с праздником Ильиного дня всех православных, всех христиан поздравляю. Поздравляю и желаю вам только самого хорошего. Еще для нас этот день очень значимый. Как бы в этот день образовалась наша семья, начало пути нашей семьи, так сказать. Вот, в этот день. На Ильин день всегда отмечаем и наш семейный такой праздник. И самое главное еще в этот день, в Ильин день, день рождения нашего внука, нашего Левушки. Сейчас он далеко, правда, от нас еще, но в августе обещал, где-то в середине августа обещали приехать. Вот. Растим внука, как говорится, по WhatsApp далеко, но на все мы были в курсе событий нашего внука и первые, так сказать, шаги, первые, как он начал ползать и все такое, это все у нас как бы на глазах сейчас, благо современный век. Хочется, конечно, прижать, обнять и поцеловать, и вместе с ним погулять, и покатать его. Ну, приедет, да, все получится. Вот такие значимые события у нас на Ильин день. Ну, на этом эту часть я закончу, друзья. А вот еще небольшая часть. Маша снимала, что у нее в теплице. Вот посмотрите потом. Иду в теплицу собирать урожай. Сергей говорил, что у нас теплица в этом году поздно будет и там ничего не будет. Очень поздно говорил, что будем делать теплицу. Надо было как бы пораньше, чтобы все могло вырастить. Вот. Но сейчас покажу, что у меня в теплице. Как все растет, какой урожай. Огурцы есть и помидоры.
Ведра здесь стоят у меня. Вода пусть греется здесь. Так, значит, у меня с этой стороны идут помидоры. Черная кровь. Помидоры, сорт такой. Как вы видите, помидоры чернеют. Вон такая. Это черная кровь помидоры. И здесь тоже вон помидоры. Побрызгала, значит, борной кислотой. Вот, вроде бы завязи появились. И сверху помидоры вроде бы тоже вон начали появляться. Надо еще, наверное, побрызгать. Если сегодня смогу, успею. Вот. Значит, помидорчики висят, зеленые еще. Вот яблоки, как говорят, нужно яблоки сюда в теплицу класть, чтобы помидоры краснели. Вот все собираюсь, а все равно вот не вынесла еще, не купила, не взяла. Так что, ну, могу сказать, что у меня во дворе помидоров было очень много. Когда на огороде все я сажала эти кусты, у меня помидоров было очень много. Как вы видели, я вам показывала все. Вот. А здесь у меня в теплице поменьше. Столько помидоров нету. Почему? Не знаю. Вот. Здесь уже краснеют помидорчики. Вот. Это черри помидоры, сорт карамельный, сорт черри. Вон розовые потихоньку тоже краснеют. Вот. Но я вышла собирать огурцы. Так, покажу я огурцы. Значит, огурцы. Могу сказать, что вон есть. Многие говорят, что огурцы гниет. Завязи нету. Как сказать, маленькие огурчики выпадают. Но чем я поливала? Я сделала раствор из дрожжей. Дрожжевой раствор. Дрожжи. Пачку, 11 грамм пакет дрожжей растворила в теплой воде. Сахарный песок, маленькую ложечку положила. Вот. И, значит, шапочка получилась. Вот в этой пол-литровой воде я растворила в теплой пол-литровой воде. 11 грамм дрожжей положила. Шапочка получилась, когда вот делаешь опару. Вот так же. И потом вылила в 10-литровую ведро с водой. Вот этим раствором я поливала огурцы. Могу сказать, что огурцы есть в этом году. В прошлом году не было столько огурцов. Вот. А в этом году у меня огурчики есть. Вот надо собирать вот эти огурцы. Так, урожай. Хороший урожай. Ну, еще маленькие здесь, вон сколько. Маленькие огурчики еще будут расти. Надо вот уже начать как бы что-то делать из огурцов. Вот. Солить. Салаты делать. Ну, это уже я выхожу в отпуск. И придется заняться вот огурцами. А помидоры пока еще у меня... Помидоры еще пока у меня растут. Ну, там еще вот красненькие видны помидорчики. Тоже уже краснеют. Вот. Это цыпленок. Кусты выросли, огурцы есть, помидоры тоже есть. Так что, хотя мы это все поздно посадили, вот, могу сказать, что если погода позволит, если погода теплая дальше будет, то все еще будет расти и давать плоды. Ну а теперь будем собирать урожай.
Собрала ведро огурцов. Огурцы крупные. Вот. Ну а потом помидоры надо еще краснеть. И на верхушке там маленькие помидорчики есть, пусть еще растут. Ну и все. Пусть краснеет, пусть все растет у меня. И будем потом заготовками заниматься. А теперь пора заходить домой и заняться ремонтом. У меня еще не полностью обоями заклеила прихожую. Надо закончить. Что у меня? Кабачки у меня в этом году нету. И у всех тоже так же. Многие говорят, что вообще кабачков нету. В этом году и не надо будет даже и ничего делать из кабачков. Там укроп пораньше посадила, а здесь попозже. Из этого маленький еще укропчик. Вот. Здесь кукуруза у нас. Не знаю, в этом году что-нибудь будет, нет. Сможем, нет, полакомиться кукурузой. Ну, как вы увидели, все растет в теплице потихоньку. Немного, не густо, но для нас поугощаться и покушать все нормально, все есть. И нам этого хватит. Главное, чтобы хватало. Чтобы не было много, а чтобы хватало на семью. Еще такой момент хотел бы небольшие кадры вставить. Мы закончили обоить нашу прихожую, как уже показывал, что обои были очень плохие уже, от котов это все, ремонт надо было производить уже. И закончили обои, тоже помогала. Катюша приезжала, тоже мама помогала, и Маша вот закончила. Вот эти кадры тоже поставим, небольшие. Небольшие кадры ремонта. Тут у нас на кухне, ну, такой на полу обои уже готовятся клеить. Катерина мажет. Маша там занимается электрикой. Электрику еще сняла. Где ты, Маша? Куда ты залезла? Ножки только твои видны. Еще электрику сняла, я не снял. Вот Маша электрик. Короче, обои. Ну, там уже много чего. Вот это самый участок такой трудный остался сверху. Ну, вот здесь уже обои новые висят. Приклеены уже. Главное мне со своей коляской не поцарапать эти новые обои. Вот. И с этой стороны тоже. Вот темно, да, плохо видно. Вот такой узорчик такой. Типа 3D, что ли. Маша говорит, что самое трудное клеить углы. Потому что углы у нас, ну, в деревенском доме не всегда так четкие, 90 градусов. Или там, например, ближе к потолку, например, шире. Или наоборот, ближе к полу шире угол. Ну, все равно. Геометрия не такая уже правильная, все равно. И трудно машить. Вот. Ну, в принципе, вот такая 5-минутка, что ли, получилась. Покажу еще. Потолок покрасила. Там обои под покраску на потолке. Вот, где лампочка, там это все. И еще надо с дверью придумать. Коты царапают эту дверь. Сколько раз не ремонтировали дермантином, все равно царапают, и надо будет в этом году что-то придумать, что-то новое. Все время еще думаю, Маша идею подала, обшить, чем-нибудь обшить. Вот. Материал нужно выбрать, чтобы коты не смогли дербанить. Чтобы дермантин этот, который как уплотнитель, он был недоступен для котов, а именно он закрывался.
Так, очередной такой пласт обоев почти приклеен. Мария Олеговна, лайк тебе. Лайк тебе, 1000 лайков. И Катерина тоже помогает. Получается, нет, Мария Олеговна? Получится. Все получится. Вот она разбирала проводку, да, и там выключатель и все такое. И поздно я спохватился, я говорю, надо было снять, как Маша и еще и электрикой умеет заниматься. Все, что не может Сергей Иванович, приходится делать Марии Олеговне. А Сергей Иванович не может 99%. 99,9%. Так, ладно, выключу сейчас, друзья, этими обоями, потом уже пойду. У меня дверь, башка думает про дверь, дверь. Что делать с дверью? Ну, сначала обои, потом проводку присоединим и плинтуса и все такое. Еще думали менять линолеум, но скорее всего, наверное, Маша не будем менять, да? Маша хочется. Если линолеум менять, то, может, плинтуса не надо ставить. Ну, на этом это видео буду заканчивать. Наверное, никаких добавлений уже не буду снимать. Если снимать, наверное, буду уже отдельный ролик. Потому что длинные ролики сейчас очень трудно стало грузить. YouTube тормозит или тормозят его. Ну, я не знаю даже, от чего это причина, но очень медленный стал YouTube, и придется выкладывать не очень длинные ролики. Всем пока и до новых рассветов. Встречайте рассветы, и пускай всегда они будут только добрыми, только вкусными и приносят радостные вести. До новых встреч!